Представляем вам конкурс «Снять за 48 часов». Это центральноазиатский конкурс короткометражных фильмов, суть которого в том, что наши участники снимают фильмы за 2 суток. Это вот наша заставка, она пока без звука почему-то, но в принципе, думаю, не страшно. Вот здесь наша презентация сейчас вылезет на экран, и мы буквально вкратце расскажем вам, несколько цифр покажем, и потом покажем лучшие фильмы. Это Нариман. Да, всем привет. Продолжая тему предыдущего спикера, у нас можно заработать $3000 за 48 часов. Вот, это правда. И заработать поездку в Америку. И конкурентная среда на самом деле не очень высокая, потому что если предыдущие запросы были тысячами и миллионами, вот у нас участников всего 460, поэтому у вас есть реальный шанс заработать, так сказать, и не только денежный капитал, но и, так сказать, социальный, стать знаменитым. Ну и признание, да, конечно же. Итак, что у нас происходит на экране сейчас? Презентацию с самого начала. Кликер, Нариман, возьми кликер. Да, вот кликер, да? Это вот... А можно убрать заставку? Ну, она пока сейчас мешает немножко. Итак, снять за 48 часов. Это наш логотип, это постеры наших участников. Пойдемте дальше. Инициатором, главным инициатором проекта «Снятие 48 часов» в Центральной Азии является дипломатическая миссия США в Казахстане. Конкурс существует с 2015 года, уже прошло 4 этапа. Его цель – это вдохновить молодых людей, независимых кинематографистов, видеомейкеров на создание контента, вот, и предоставить возможность поделиться с этим контентом со всем миром. Участвовать в конкурсе могут любые, вообще любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки. Ты можешь быть профессионалом своего дела в создании видео и кино, либо же ты можешь быть, не знаю, студентом, который только желает научиться этого делать. Участники конкурса – это киноманы, представители киноиндустрии, вайнеры, блогеры. Это вот то, что сейчас развивается в Таджикистане. И мы бы хотели, чтобы молодежь Таджикистана активнее участвовала в этом конкурсе, потому что, еще раз повторюсь, конкуренция небольшая, вы можете показать свое умение, потому что, насколько я знаю, кинематограф в Таджикистане имел особое значение. Суть конкурса. Итак, суть конкурса – это самое интересное, потому что за 2 суток вам нужно успеть написать сценарий, снять фильм, смонтировать его и выложить на файлообменник. Как мы узнаем, что этот фильм действительно был снят за 2 суток? Мы в час X даем задание, это 2 предмета, фраза и персонаж. Сейчас, когда мы закончим с презентацией, мы будем вам показывать фильмы разных годов. И в разные года мы давали разные задания. И будет выводиться плашка, что будет в каждом фильме. То есть, например, в 2019 году мы побили рекорд, и нам прислали 460 фильмов из 5 стран Центральной Азии, в том числе из Таджикистана. И вот в каждом из 460 фильмов была географическая карта, звезда, фраза «это что-то новое» и «танцующий человек». После того, как мы получаем все фильмы, самое главное, как сказать, изюминка конкурса, то что каждый фильм, вне зависимости от его качества, уровня, он попадает на большой экран. То есть мы все фильмы показываем в кинотеатрах. Если, допустим, Бишкек нам присылает 10 картин или там больше, то мы приезжаем в Бишкек, показываем фильмы там. Мы в этом году показывали фильмы в 8 городах Казахстана и также были в Ташкенте и Бишкеке. К сожалению, с Таджикистаном мы получили буквально несколько фильмов, вот, поэтому мы не приехали на кинопоказ. Вот, но надеемся, что в следующем году фильмов будет гораздо больше, и мы все-таки приедем и покажем ваши премьеры на экранах вашего кинотеатра. Да, то есть я бы хотел добавить, что если, да, Таджикистан пришлет больше фильмов, мы приедем, договоримся с вашим лучшим кинотеатром, заплатим ему денег, и вы придете и посмотрите все, что вы сняли на большом экране, рядом с «Мстителями» и с другими блокбастерами. Ну а лучших из лучших ждут ценные призы
Здесь они еще будут показаны, насколько я понимаю. Да, в этом году это было $1 000 000, это примерно $3000 в США. Это 3 поездки в Нью-Йорк на недельное обучение в Digital Film Academy, наш партнер. Ну, разумеется, были призы помельче. Ну и, конечно же, для тех, кто снимает кино, всегда приятно получить статуэтку. Они у нас очень крутые, с позолотой, со всеми делами, поэтому это ценные призы. Это цифры. Ребят, еще раз напомню, что весь конкурс длится всего 48 часов. То есть вам нужно потратить всего 2 выходных дня для того, чтобы участвовать в нашем конкурсе и заявить о себе. Мы теперь уже на 5 стран вещаем. Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Вот. В этом году к нам пришло 460 фильмов, мы побили рекорд. Было 1635 регистраций. Это опять же говорит о том, что вы в достаточно конкурентоспособной среде, и вас могут заметить. У вас есть один шанс не из миллиона, а из 1635. Из 50 городов прислали регистрации, 1745 минут контента получили мы. Это огромное количество видео, просто нереальное. Да, пока мы все отсмотрели, у нас чуть не вылезли глаза. Вот. На наши показы пришло более 3000 гостей в разных городах, в том числе и в Ташкенте, и в Бишкеке. Если бы больше 10 фильмов прислал Таджикистан, мы бы вписали бы сюда еще и Таджикистан. Еще дополнительная опция, которую мы даем нашим участникам, это показы на других фестивалях. То есть вот сегодня мы на Go Viral, мы до этого были на Go Viral в Алмате. Также мы показывали лучшие фильмы наших участников на Евразии, International Film Festival на Алматы, Indie Film Festival на Байконуре. И буквально на следующей неделе мы будем показывать фильмы наших участников на Алматы Film Festival. То есть это дополнительная аудитория, узнаваемость. И самое главное, чтобы ваши работы их видели другие зрители. Чем больше, тем лучше. Это сроки, то есть мы начинаем, например, регистрацию в апреле, задаем день X, люди готовятся к нему и потом начинают снимать. Значит, регион Центральная Азия, Таджикистан туда входит, показы, то есть мы провели более 10 показов по городам и странам Центральной Азии. Ну, я думаю, что, собственно, на этом мы можем уже заканчивать. Там буквально есть снова наши 2 фотографии, но вы нас так видите. Вот. Самое главное, что наша миссия какая, то что мы считаем, что снимать может каждый. Вот. И мы даем такую возможность ваш фильм показать на большом экране. Это для нас самое главное. Поэтому, Нариман, листай. Так. Это дальше. Мы. Вот. Окей. Вот. Самый главный слайд. Присоединяйтесь. Ребят, присоединяйтесь. И мы начинаем показ фильмов. Сняли 48 часов. Приятного просмотра. Спасибо, да. Еще раз напомню, в начале мы покажем фильмы 2016, 2017, 2018 и 2019 годов. Вот, и перед каждым блоком вы будете видеть задания. То есть в каждом фильме вы увидите те предметы, которые были обозначены в начале. Можно запускать. Дипломатическая миссия США представляет. Центральноазиатский конкурс короткометражных фильмов 48-Hour Film Race. Твой фильм на большом экране. Холодно. В такую погоду плохо схватывается. Сволочь. Жидкий камень.
Бетон так называют жидкий камень, потому что он принимает любую форму в зависимости от того, что ты хочешь сделать. Я про бетон все знаю. В 74-м на плотине работал, на заливке. Вот, там прочность нужна была. Тут щебня надо меньше. На Байконуре там наоборот, скорость нужна. Поэтому воды надо меньше добавлять. И трамбовать, воздух упускать. Тогда быстрее схватится. Вот. Бетон — это чудо. Щебень, песок, вода. А цемент как душа, все связывает, все соединяет. Только бетон с годами крепче становится, а человек нет. Страна разрушилась, а бетона нет. Ты дом мой хочешь снести, землю мою отобрать. Лишь бы все разрушить, лишь бы сломать все, чтобы карманы свои набить. Деньги. А ты сам хоть что-нибудь построил? Ты своими руками хоть что-нибудь сделал? Я этот дом сам строил. Вот этими руками бетон месил. Как ты разговариваешь со мной? Со стариком на «ты». Я ж сдохну, этот дом будет стоять. Он 500 лет простоит, 1000 лет. Здесь жена моя умерла. Ну все. Ты прости. Я даже представить не мог, что будущее будет таким. Пошли. Я с детства мечтал стать хирургом. 5 лет бакалавра, 2 года интернатуры, 2 года резидентуры. А все для чего? Я и представить себе не мог, что будущее будет таким. Вот дурак. Эрназаров Абзал Рахимович. Эрназаров или Ерназаров? Эрназаров. 20.07.91, правильно? Женат, холост? Женат. На что жалуемся? Да, я шучу, вижу. Ничего? Зачем вы это сделали? Раньше надо было задавать такой вопрос, понимаете? Конечно, понимаю. Я профессионал своего дела. Здравствуйте. Температура нет, странно. Давайте давление померим. Бокал загадайте. Рабочее давление знаете себе? Дышите, не дышите. Вообще-то я здесь врач. Я знаю, что я делаю. Дышите. Посмотрим.
Ага, понятно. Ну, что я скажу? Вот эти таблетки 3 раза в день. Не забывайте обильное питье и постельный режим. Второе – это мазь. И вот комплекс витаминов. Все, можете идти. Да, точно. А это я оставлю себе. О, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Выручили. Все-таки люди удивительные существа. Одни создают гениальные изобретения, а другие пользуются им не по назначению. Да. И что их всех так тянет? Ох, пролил этот. Тряпка нужна. Что там у тебя, дед? Тряпка нужна. В ванной посмотри. Должна прозвучать, я и представить себе не мог, что будущее будет таким. Когда ты была маленькая, я тебе сказки читал. А? Когда ты была маленькая, я тебе сказки читал. Помню. Спящая королева? Не спящая, а снежная королева. Так и не научил я тебя в шахматы играть.
Детектив. Мен екі сұрауға жауап беріп қойға. Қаншада байқадыңар, носки жабылғанын? Мен ертемен тұрып ойғандым. Жұмысқа кетейін деп шымым кидім, үстім кидім. Досым екеуміз жұмысқа кетеді десек. Носким жоқ. Өңі қандай эле носки? Көк түсте болчу. Тамыр болчу шоны. Шеф, көк. Иштелген алмата болдум, не кылсак болот. Кім бұл? Мен дос олам. Көптөн бери чогуу жашайсың, досым. Табат носки азыр. Do you speak English? Я, Ол кімдікі? бул Нуркул деген досусуз го биз менен көптөн бери чогуу жашап кайтып койчу досум, а? Қаяқтан? Английский курска кеткен эртең менен, мен билем каякта экенин. Кетті ошол жақ, ошол ордаға, басма. Не болду? Носкисini жерлечи. Не болду, тырышчылыкпы? Мен көк носкимди уурдап кетишти. Көк носки жүрсүн чагы неме? Бастай жаратасыңбы? Ушундай 5 тауып берейинчи сага. Мұның носкисini қарағачы. Ya kokula balдар, Кара экен. Жақшылап қарабайсың. Бұл не? Тұрмыс жана жаза кодексінің 164-ші беленесі бойынша Макешев Болотбек Асаналиевич 8 жылға еркінен ажыратуға өкім шықты. Сен эмне үчүн соттолдуң? Мен коррупция 500 000 доллар менен кармалып 2 жылга соттолдум. А сизчи? А мен адам өлтүрүп 2 жыл срок. Сенчи? Шапкаң бар? Бар. Келші. Gel gel. Валейкум ассалам. Gel girgile. Gel. Ötküle. Көп болды оратқанына байды. Tuş! Alhamdülillah. Tuş! Alhamdülillah. Tuş!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله Peki. İlacık var mı? Var. النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس Çiçeklerin otur. Kurma koy birinci. Kurma жоқ, alma var. Koyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillah C. Bismillah C de o tamam. Bismillah C. Bismillah. 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 Bak kuzum. Atın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Kimsin sen? Atın. Что слёта? Кто ты? Имя говори! Кто ты? Кто ты? Кто? Bu İngilizce слёт okşay. Do you speak English? Get down, my friend. Get. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Rahmat göreyim. Hangisini görmüş gerek? Завтра наконец-таки наша дочь прилетает. Надо сказать Берды, чтобы готовил лепешонка. Ага, давай позавтракаем и поедем. Erdana, selamun aleyküm. Gelin geçin. Salam verdik oğlum. Aman otursun ben. Ettir kıydım geliyor. Köşemiş bunu soymalı. Eti tayin etmeli derdi canım. Bor, inşallah. Bu canavarıma duyan yalıp, köşün yanına hiç kim oy veremez. Vah hey. Hayvan umursa ini oluyordu. Может, возьмем ягненка, морала? Мердан, башламасана. Я столько этого ждала. Это что-то новое. Я хочу что-нибудь особенное для нашего ребенка. Пожалуйста, не порть мне настроение. Джан, ты видела, какой он маленький? Может, подождем, как он вырастет? Ты слышала, как мать страдала? Это просто животное, Мердан. Она не почувствует и не поймет. Мы же специально запланировали, купили беременную верблюдицу. Я хочу удивить гостей.
Мам, зачем столько людей? Как? Я столько этого ждала? Ты у меня дипломированный специалист. Пусть все знают, какая у меня замечательная дочь. О, мам, я так рада, что я дома. Мне больше ничего не нужно. А, у меня, кстати, подарок. Та-да! Как лучшей маме. Ой, спасибо, доченька. Чё? Чё вы еще вот здесь? Да. Ne oluyor da? Магистр, пора уже задуматься о следующей фазе нашего великого плана. Не соглашусь. Вспомните, наша предыдущая акция зашла на ура. Все, что нужно было сделать, это увеличить экран смартфона и добавить бровку. И снова каждый готов отдать за это все до последних трусов. Воистину, человечеству уже не нужны новые пророки. Каждый раз не перестаю удивляться. Создаешь для них новых технобожеств, а они... Люди не меняются. Сегодня бровка, завтра дырка, и хомячье колесико продолжит вертеться. И, пожалуй, уже нет необходимости в кампании поэтапной имплантации чипов безопасности. Жаль. А мне так нравился этот слоган. Спокойствие духа бесценно. А вам еще не надоело играть в демократию? В смысле? Я про очередные выборы в одной восточноевропейской стране. С Рейганом-то еще куда ни шло. А это что-то новенькое. Вы про Земенского? Ну вы же знаете мою любовь к искусству. Есть еще одна проблема, требующая нашего внимания. Илон Маск. Что на этот раз? Он слишком много себе позволяет. Посвящение Илона во внеземные технологии в Неваде, возможно, было нашей ошибкой. Он может повторить судьбу Николы Теслы. Да уж. Не хотелось бы снова использовать метеорит в качестве затычки. Судьба всегда иронична. Боюсь, Илон Маск — это самая маленькая из проблем. Судите сами, господа, мы теряем хватку. Люди стали догадываться, что Земля плоская. Антипрививочники вышли из-под контроля. Наша затея с персональными компьютерами превзошла все ожидания. Использование такого потенциала для просмотра порно и котиков, политика, криптовалюты, военные конфликты. Все выходит из-под нашего контроля, господа. Великий план может провалиться, если не начать фазу сейчас. Иначе что мы скажем им? А как там наши иллюминатики? А ну-ка быстро по коечкам. Оголили булочки. Обещаю, бобо не будет. Я первый.
Шунаqa umuman mefodika matematika чист. Ama şunu megoya. Betafakkur mantıklı matematikani omuqdan nameshila. Şunu megoya ki forsol ana dilshod da olimpiada matematiki juda yaqin bo'lgan. Bale, chunki u tafakkuriy mantiqiy doshlik bachachi nador. Bale shart nest. Shart nest ki mo har sol va olimpiada baynalmilliy matematiki odam firist. Hayim sonra şu söylediğim mesela. Ama yaktı. Agar nami хватит, mana zinkor merhaba. Man bayinkor ne olsadır. Гапиман, я кто? Халил Шалом. Çıkış mı? Yıldız Uzimanov. İkinci mi? Tabii direktör Hira. Can Corka. Вай, ислоҳоти шуморо қабул накардам. Гуфтам ислоҳ карда баъд. На фамилия? Ман намедонам. Худатон даромада. Ман. Да. Да. Это что-то новое? Ну ладно, пока мне пора. Лабай. Ховози. Дароид. О, дароид охир. Man nagottam ki agravi nakun. Ana oqibatlash. این چه کاری کرده گرگو؟ Hayvan. Sen kaçanlar. İkimiz kaçarız. Сен кепендейсің, Осман жолына олатқанда жолын шыдырғыла көр, жолдашын қыдыра көр. Жайты болсын, қырманы дамды болсын.
Қазан ашым майлы болсын, дағы тасырқыны ұнанды болсын. Ол жаратқан алушы жаратқан болалсын, несі тілектерің бар қабыл болып. Қырғызстан сыймықтаған адамдарынан болсын. Оң смолу ақпар жол болсын. Bismillah. Это что-то новое. Или örgüler. Ne notası? İyi de oldu. Существует ли высший разум, который пытается с нами коммуницировать? Об этом с вами мы узнаем сегодня, ибо мы пришли в гости к человеку, который утверждает, что сегодня его заберут инопланетяне. Что, отснял? Здравствуйте. 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 Я закрою. Это аккуратно, это у нас коннект. Все, уже прибрано. И вот здесь у нас штаб. Тихо ты! У вас прям своя лаборатория, да? Да, да. Это координаты. Вот сейчас 264, все в порядке. Пока нету, но они вечером, то есть это мне мама. Ну там жарко. Можно вырезать, да? Это не Да, надо. конечно. Это когда ауру, это как, ну, отпечаток ДНК, это очень важно. 4. Вот. Включайте. Получается, это их корабль, он же созвездие Ориона, и он, получается, будет вот так пикировать, приземляются тогда, когда у них наиболее приходит притяжение к Земле, должны вот так сесть. Ага. Здесь вот именно, да? Я на карте лучше покажу. Ага. Все свидетельства НЛО. Да. Их прибытие в течение последнего века. Движение постоянно происходит по синусоиде. Получается, они перемещаются через всю Россию. Это будет вот здесь, понимаете? Ага. Да. Это факт. Видно? Когда я узнал, что они сюда именно приземлятся, потом специально вот участок купил. Нет, не буду! А друзья твои? Вы будете есть? Не будут! Спасибо! Как они поймут, что именно вы их вызываете? Ну как? Древние еще культуры, они использовали язык тела. Своеобразные танцы. Ну, да, да, танцы. Там есть специальные. А вы можете показать? Да. Нашим зрителям будет очень интересно. Да, да, конечно. Вот это. То есть сначала мы должны их как бы позвать, потом мы с ними общаемся, общаемся. Когда они понимают, что вы готовы, потом они нас забирают. Общаемся. Это же не я все придумал. Да? Да, движение это все
еще древняя цивилизация, культура. У нас архив есть в интернете, вот как раз я открыл. Парниша вот он клево вообще общался. Вот сейчас будет. Прям активно вызывает. Да, он летел. Куда? А его уже забрали. Лет 15 назад. Здесь что-нибудь? Что, долго их ждать? Они, наверное, в пробке просто. Пробки будь то не просто. А это что-то новое. Вот говорили! Ребята! Вот прилетели! Я здесь! Я здесь! Рядом! Ребят! Ребят! Я здесь! Ребята! Да пошлите инопланетяне нахуй! Мы впервые в этом году получили фильмы из Душанбе, из Таджикистана. Буквально один из них прошел в топ-48, но мы очень надеемся, что следующий год будет гораздо активнее именно с вашей стороны. Мы знаем, что здесь есть талантливые люди, и мы надеемся увидеть вас на наших экранах, в том числе и на ваших экранах, само собой. Скажите, пожалуйста, есть те, кто причастны к фильму из Душанбе здесь, в зале? Не, да? Ну, Есть знакомые, да? Отлично. Ребята, какие-то вопросы? Да, пожалуйста. 18+. Но их очень хорошо обходят инициативные школьники. Они регистрируют команду на своего брата, папу, маму и участвуют в конкурсе. Поэтому... То есть дети в кадре, как видите, могут появляться. Это не запрещено, само собой. Куда нам подать заявку, если сайт? Да, у нас есть сайт, мы есть в Instagram, есть Facebook, 48 и заглавные буквы H, VR. Вот. Если можно, вот нашу заставку поставить, например, в конце указан сайт и наши аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке. А вот, да? Не, ну здесь немножко другие аккаунты. Вот. Какой дедлайн подачи заявок? Смотрите, у нас суть в том, что сейчас в этом году конкурс прошел, мы вам показали одни из этих работ, вот, но мы в следующем году будем проводить 5-й юбилейный конкурс. Это, скорее всего, будет весна либо лето. Если вы подпишетесь на наши аккаунты, вы будете в курсе того, что будет проходить. Вот, регистрация проходит заранее, минимум за месяц до самого дедлайна, когда вот начинается задание. Вот, либо за 2 месяца мы оповещаем. Если вам это интересно, вы будете в курсе, то есть вы заранее будете уже знать, когда все будет проходить. Вы регистрируетесь и все, и ждете задания. Мы высылаем его на почту, публикуем на сайте, в соцсетях, то есть вы его не потеряете. Еще, пожалуйста, вопрос. Вот там парень. Вопрос такой, то, что снимается, должна включать события, которые включают всего лишь 48 часов, или можно снять события, там, не знаю, за 5-10 лет, но за 48 часов? То есть промежуток времени в фильме. Ну, то есть здесь не важно, то есть какие события вы снимаете, что вы снимаете. У нас темы свободные, вы можете снимать исторический, там, не знаю, фильм, да, там события были в 15 веке. Главное, чтобы просто фильм был снят за 48 часов, и вот те элементы, которые мы даем, задание, то есть там фраза, персонаж и 2 предмета, чтобы они в кадре появились. Кто-то прям вокруг этих предметов, да, как бы весь сюжет закручивает. Где-то элементы попадаются где-то там буквально на заднем фоне, на втором. То есть для нас это как такая, знаете, такие маркеры, что все-таки вы не схалтурили, а вот сняли именно в эти сроки, в эти 2 дня. Это такой кино-челлендж. Ребята, спасибо большое, очень круто было. У меня пару вопросов. Первый вопрос. То есть, получается, длительность самого фильма, он ограниченный или все-таки там условия какие у вас? Да, не более 4 минут. То есть вы можете снять фильмы за минуту, за 2, за 3, но не более 4 минут. Понятно. И формат, то есть, потому что загрузка, это все требует время, формат, вот в каком формате вы предпочитаете, потому что есть определенные... Да, мы в этом плане, как бы, есть, конечно, минимальные требования, которые мы выставляем. Желательно, чтобы это было там,
не менее 500 мегабайт, точнее не более 500 мегабайт. Вот, там, MP4, любой формат, который, в принципе, читается. Мы понимаем, что бывает где-то проблемы с интернетом, мы можем этот момент тоже учитывать, там, допустим, дать, там, может, на какое-то время чуть больше, да, то есть времени на заливку. Вот, но вообще, то есть файлы, в принципе, не тяжелые. То есть этого хватает для того, чтобы потом все это привести в DCP и показывать в кинотеатре. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще вопросы, ребят? А вот молодой человек. Спасибо за презентацию. У меня вопрос. Один подписчик может выложить только один фильм или несколько фильмов сразу? Но вообще мы таких ограничений пока что не делали. Просто видите, какой нюанс. Мы все-таки за качество, а за 48 часов снять больше одного фильма, конечно, я думаю, ну, реалистично. Вот. Но мне кажется, вам все-таки лучше сосредоточиться на качестве одного фильма. И, допустим, ну, если у вас там есть как бы две идеи, там, есть у вас там друзья, знакомые, вы можете как бы на две команды разделяться. Допустим, мы знаем, что в первом году участвовала одна команда, тимуровцы, они сняли один фильм, ну, хороший фильм, классный фильм. А потом, видимо, у них как бы уже амбиции включились, и они на 3 команды разделились. И высылают ежегодно 3 фильма. Вот, и фильмы, ну, каждый по-своему хороший. Но пока что можно высылать от одной команды 2 фильма. Но такого, по-моему, еще не было. Вы будете первыми, если сделаете это. Да. Еще какие-то вопросы, ребят? Если вопросов нет, спасибо вам большое. Мы хотели бы еще раз призвать к тому, чтобы вы участвовали, потому что это ваш способ, реальный причем способ, заявить о ваших талантах всему миру. Вот ребята-блогеры вот говорили, что их никто не слышит. На самом деле, если бы, например, они поучаствовали в этом конкурсе, вот, и тогда бы они бы заявили о себе уже не в рамках города и в рамках рекламодателя, который в этом городе, а в рамках всего центральноазиатского сообщества видеомейкеров. Так что это ваша реальная возможность. Участвуйте, побеждайте, получайте призы. Вот. Присоединяйтесь к нам, в общем. Самое главное, это весело и интересно. Многие команды, они делятся опытом, насколько это сплочает коллектив, насколько бывает проверяется, там, не знаю, ну, твои там коллеги, потому что часто вот кто-то спрыгивает в последний момент, у него там заказ, там, либо что-то он не смог. И некоторые команды распадаются, так ничего не сняв, а другие участники, они, наоборот, объединяются и снимают фильмы. Это такой хороший, интересный опыт, который, в принципе, ну, думаю, вы о нем не пожалеете точно. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо большое вам.